еще старая церковь, был тоже проход. Стоял стул, ну, скамейка стояла прямо у дверей. И приехала семья из Чечни, значит, он брат верующий, а жена неверующая, два сына неверующие. Я как сейчас помню, что он сюда приходило, было место, ну как-то вот братья и сестры вот занимают, ну, место, я как-то прихожу, а большой церковь, сестра подходит, а это тут я сижу. Ну, вот у брата было место, и он всегда, помню, со слезами молился Богу. Вот каждое собрание, я не помню собрание, что он не молил за свою семью, чтобы Господь призвал. Но жена не верит, что сын. И вдруг он сообщает, что сердце умерло. Да? Ну, был отец моего пастора тогда, вот мы приехали вдвоем, помню, гроб, стоит офицер, значит, это старший сын, и еще один сын инженер. Значит, ну, и отец тогда говорит, ну, вот у вас отец оставил ряды воинов Христовых. Офицер говорит, надо, чтобы вы тоже пошли за Христом. Мы пригласили на собрание. Я помню, это было в середине недели, а в воскресенье, значит, я пришел пораньше, смотрю, заходит офицер, где-то за полчаса на собрание. Василий. Он и спрашивает сразу, где мне сесть? Я показываю на стул, где отец сидел, говорю, вот тут папа твой сидит, садись. И заплакал и сел. И вот собрание идет, я вот представляю, что чувствует этот сын. Тут отец 10 лет сидел, колени склонял, там эти половицы слезами пропитались, видимо, да, всегда слезами молился. И, конечно, когда был призыв, он со слезами вышел и покаялся. Просидел, проплакал на стуле этом, понимаете, все собрание. Бог и, бывает, и стул применяет, понимаете, для того, чтобы человек... Ну, и последняя песня про то, что в церкви братья и сестры должны поддерживать друг друга, может кто-то упал, споткнулся, не оставить его. Это песня вот о журавлях, о том, как они поднимают братство своего, вот так вот, и все. Журавли, да. Да. Знаете, где бы мы эту песню не пели, мы обычно играем, знаете, и в церквах, выступаем и в тюрьмах, везде, куда нас приглашают, везде, знаете, эту песню поем, и везде ее принимают. И эта песня, знаете, она имеет такое значение. Додумайтесь эти слова, да, подумайте хорошенько. Ну, каждый воспринимает ее по-своему. Но в христианском мире это, знаете, это слова очень сильные вообще. И брат правильно сказал, действительно, порой мы забываем о наших ближних. Человеку ближнему так плохо, и мы порой даже не можем подать ему руки. Далеко-далеко им лететь, нету мочи. И спустились они на поля в лесу среди ночи. Далеко-далеко им лететь, нету мочи. И спустились они на поля в лесу среди ночи. А на луг разнялись и на юг полетели далеко. Лишь остался один на поляне бродить одинокий. Он кричал им вслед: помогите, пожалуйста, братцы.
пожалуйста, братцы, сил моих больше нет на воздух подняться. Знание о том, что до цели так трудно добраться. И опять вознеслась журавлиная стая, а не браться того прихвати с собой улетая. И опять вознеслась журавлиная стая, а не браться того прихвати с собой улетая. Отставай от стаи крылатой, хоть и знаем о том, что закон от дружбы так свят, но приходит беда, и судьба начинает смеяться. Друзья отойдут, и никто не поможет подняться. Но приходит беда, и судьба начинает смеяться. И друзья отойдут, и никто не поможет подняться.